Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. Из 28 тысяч школьников на самоизоляции находятся 252 ученика. Коронавирусная инфекция выявлена у 85 учителей. Наша съемочная группа посетила несколько столичных школ. Хоровая капелла Абхазии приняла участие в первом фестивале русской музыки, проходившем в Сочи. Наши корреспонденты выяснили причины аварии на напорном водоводе по улице 4 марта, из-за чего почти вся столица двое суток оставалась без водоснабжения. Президент Аслан Бжаня подписал закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Абхазии, принятый парламентом 29 сентября. С 1 января 2022 года контрольно-кассовая техника должна применяться в Абхазии в обязательном порядке всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, предусмотренных в утвержденном Кабинетом министров перечне оснований для освобождения от обязательного применения контрольно-кассовой техники. Верховный суд Абхазии признал в действиях депутата парламента Гари Кокая наличие признаков преступления. Судебная коллегия Верховного суда в составе судей Эсмы Курсая, Романа Кварча и Илии Адлиба удовлетворила представление генерального прокурора Адгура Агарба в отношении Гари Кокая по инциденту, имевшему место 30 сентября на набережной Махаджира в Сухуми. Основания и мотивы принятого решения неизвестны, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме, сообщается на сайте Верховного суда. Эпидобстановка в школах Абхазии стабильная, что, впрочем, не скажешь о вакцинации. По информации Министерства просвещения, на 18 октября из 28 тысяч школьников на самоизоляции находится 252 ученика. Коронавирусная инфекция выявлена у 85 учителей. Из 4 тысяч педагогов вакцинацию прошли более 500 человек. Наша съемочная группа посетила несколько столичных школ. Репортаж Садик Кварасхелия. Надеть на ребенка маску непросто, поэтому основная рекомендация – это сохранение социальной дистанции. Об этом учащимся 7-й столичной школы каждый день говорят учителя. Школа малокомплектная, здесь учатся всего 205 детей. На сегодняшний день на самоизоляции находится 1 класс. Ситуация в школе у нас, сказать, катастрофическая, не дай бог, такого нет. Болеет один учитель физкультуры, коронавирус подтвержден, уже дней 10 его нет в школе. И сегодня сообщили нам, что одна ученица заболела, 10 класса. Я сразу доложил в управление образования, и по их рекомендации, значит, как положено, 1 класс, 10 класс мы закрыли на 1 неделю на карантин. Педагогический состав 7-й столичной школы состоит из 31 учителя. Из них 11 переболели, 11 вакцинировались. Как говорит директор школы Ахра Бегуа, активность по вакцинации от коронавируса среди учителей снизилась. Боятся и там побочных эффектов и так далее. У кого-то давление повышается, у кого-то сахар повышается. И вот так вот пока так живем. Вы сами вакцинировались? Нет, я не болел и не хочу, честно говоря. Почему? Ну, я считаю, что у меня очень даже здоровый организм. Боюсь этих всяких побочных эффектов. Учитель русского языка Лиза Пивоварова вакцинировалась, и сегодня она чувствует себя хорошо. Я в январе месяце переболела довольно-таки сильно. И 2-й раз уже не хочу не то что болеть, а даже близко с этим сталкиваться. Поэтому сделала вакцину «Спутник Лайт» и как бы надеюсь на лучшее. Никаких побочных эффектов? Чувствуете себя хорошо? Ну, сейчас уже чувствую себя хорошо, потому что после вакцинации был какой-то дискомфорт небольшой, но он прошел, и как бы все нормально. В учебных заведениях приостановлена работа столовых, чтобы избежать скопления детей. Учащимся рекомендуется питаться в классе. Одни приносят еду с собой, другим приходится бегать в магазин через дорогу. И это имеет свои минусы. У нас там рядом магазин через дорогу. У нас иногда ездят машины,
очень быстро, и нам иногда страшно. А в первой столичной школе буфет работает с начала октября. Раньше детям приходилось бегать в магазин через проезжую часть, что небезопасно. Тогда в школе решили начать работать на вынос. Стоят два столика, выносят туда вот булочки. В каждом классе староста выделен, и он там 5-6 человек говорят, что нужно купить, спускается, покупает, поднимает в класс и там кушают. Вовнутрь буфета они не заходят и не толпятся у буфета. Эпидситуация здесь удовлетворительная. На самоизоляции 1 класс. У 3 учащихся и 2 педагогов подтвержден COVID-19. За время пандемии переболели 32 педагога, 12 вакцинировались. Остальные, честно говоря, пока еще боятся. Вот. Сейчас вот на прошлой неделе у нас в школе, значит, это как по всей республике проходит такая программа, проверяли на наличие антител. Вот. Почти все педагоги у нас имеют антитела, и даже повышенные, очень. Педагог английского языка Татьяна Адаменко вакцинировалась еще в мае прошлого года двухкомпонентной вакциной «Спутник Ви». Для выхода из кризиса на фоне пандемии необходима вакцинация, считает учительница. Я переболела ковидом в прошлом году, и я себя чувствовала довольно-таки слабо после ковида. Поэтому я обязательно провакцинировалась. К вакцинированию отношусь хорошо. Я считаю, что в такой период сложный, когда очень много заболевших и вообще редкой болезни, обязательно нужно вакцинироваться всем взрослым, и пожилым, и среднего возраста тоже. На сегодняшний день эпидситуация в школах сложная, хоть и не критичная. Чтобы не рисковать здоровьем детей и не остановить учебный процесс, нужно всем соблюдать предписанные санитарные нормы. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Гудис Сатарба, Абхазское телевидение. Всем школам республики розданы антисептики. Министерство просвещения и языковой политики совместно с международной организацией ЮНИСЕФ распределили между учебными заведениями более 3,5 тонн дезинфицирующих средств. Такая акция проходит уже 2-й раз. За это время роздано более 10 тонн антисептиков. Сегодня со всей республики приехали заведующие, представители заведующих районных отделов образования, а также директора школ и интернатов. То есть всем, исходя из контингента учащихся количества школы, будут переданы определенное количество антисептика. Это антисептики для того, чтобы дезинфицировать свои руки, только для рук, и заливать, чтобы разного диспансеры, которые были тоже переданы благодаря, то есть ЮНИСЕФ, совместной работе, Министерство просвещения и языковой политики и дальше будет пытаться находить возможности и оказывать помощь. Конечно же, в этом направлении будет вестись работа, потому что мы не знаем, когда закончится, к сожалению, этот вирус и как оно себя поведет. При необходимости, конечно же, мы будем и дальше оказывать и содействовать с ЮНИСЕФ, и не только с ЮНИСЕФ, но и Министерство просвещения со своими силами при поддержке Минздрава. Итоги туристического сезона 2021 года и вопросы страхования граждан России на территории Абхазии в период их отдыха обсуждались в Москве на встрече министра туризма Теймураза Хишба с членами рабочей группы при президенте Абхазии по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли. Это первое заседание Абхазо-российской рабочей группы по страхованию, в которой приняли участие представители Общественного совета Ростуризма и российские страховщики. Участники встречи договорились подготовить предложение и дорожную карту для повышения гарантий безопасности российских туристов во время их отдыха через страховые продукты. Теймураз Хишба сейчас находится в столице Российской Федерации. Хоровая капелла Абхазии приняла участие в первом фестивале русской музыки, который был приурочен 800-летию святого князя Александра Невского. Фестиваль проходил в Сочи 16 и 17 октября. В рамках мероприятия состоялась премьера музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском», названной авторами проекта «Русским действом». О том, как выступали наши артисты и какие у них впечатления, в репортаже Алики Трапш.
Фестиваль русской музыки, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, проходил на исторической сцене летнего театра парка Фрунзе. Это было большое культурное событие для жителей и гостей Сочи. На фестивале выступил струнный квартет имени Рахманинова, камерный хор Московской консерватории, солисты, лауреаты международных конкурсов. И, конечно же, среди них был и наш сводный хор Государственной хоровой капеллы Абхазии. Подготовка к участию в фестивале шла месяц. Художественный руководитель и главный дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджел не смогла поехать на фестиваль, но она отмечает, что участие в подобных мероприятиях для хоровой капеллы – хороший опыт. Впервые в Сочи первый фестиваль русской музыки пригласили нас благодаря профессору, дирижеру известному Александру Соловьеву. С большим успехом прошел этот фестиваль. Вот. И сейчас перспективы большие. Нас услышали, нас слышат. И в дальнейшем мы ждем приглашения, что и было сказано, что капелла будет теперь участвовать на многих фестивалях. На фестивале звучали шедевры инструментальной хоровой музыки, образцы русской поэзии. Апофеозом фестиваля стала премьера музыкально-драматической программы «Сказания об Александре Невском». За короткий срок Государственная хоровая капелла Абхазии освоила очень большой репертуар. В течение 2 дней фестиваля исполнили больше 15 композиций. Первый день он был обращен к внутреннему миру человека. Это молитва, душа человека, и музыка была камерная. Это произведения акапелла, которые исполняются без сопровождения. Музыка духовная Рахманинова, Бортнянского. Также выступала актриса русского театра Мадлена Барциц в сопровождении капеллы. Хорал Бодрова, она читала стихи очень проникновенно. Второй день, наоборот, он поражал своей широтой, грандиозностью, то есть как бы цель была объединение людей перед какой-то общей угрозой, патриотическая идея, то есть фигура самого святого Александра Невского, при том, что все впечатление усиливалось вот синтезом искусств, потому что в концерте, помимо того, что участвовали 2 профессиональных коллектива, помимо этого еще выступал оркестр народных инструментов, русский сувенир, орган. Сочинский фестиваль музыки станет традиционным, а Государственная хоровая капелла Абхазии и дальше продолжит работать над новыми репертуарами, чтобы радовать зрителей шедеврами инструментальной и хоровой музыки. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В поселке Бзыб Гагарского района в воскресенье вечером загорелся частный дом, сообщает пресс-служба МЧС. Пожар тушили 4 пожарных расчета. Причины возгорания устанавливаются. 15 октября в Сухуми на несколько дней была прекращена подача питьевой воды. На напорном водоводе по улице 4 марта произошла авария. Разошелся стык трубы. На месте работали несколько бригад столичного водоканала. Частично устранить аварию удалось только на 2-е сутки. Следует отметить, что на этом месте разрыв трубы происходит не в первый раз. С чем это связано, выясняла наша съемочная группа. Практически 2 суток весь город оставался без питьевой воды. Все это время велись ремонтные работы по восстановлению водовода. С утра до поздней ночи практически по пояс в воде ремонтники устраняли аварию. Для того, чтобы произвести именно ремонт, нужно было, чтобы в этой трубе не было ни 1 грамма воды. Там сварные работы, связанные с установкой электромуфт, они требуют технологий, чтобы там все было по-сухому. Но учитывая, система закольцованная, поэтому, то есть, когда воду остановили, вся вода, которая у потребителя, она должна была в этом месте стечь. Поэтому, во-первых, это затянулось на 2 суток. Работы завершены, сам траншея пока еще не засыпана, просто решили сутки подождать, проверить качество всех соединений, чтобы потом опять не раскапывать. Вроде бы с утра смотрели, все нормально, все хорошо. Я думаю, сегодня уже траншею засыпят. А так, да, люди все с водой. То есть, да, поэтому, пользуясь случаем, приношу извинения жителям нашего города за недоставленные неудобства. Да. Конечно, все это
на словах легко говорить, но тем не менее мы старались оперативно все это сделать, чтобы люди получили воду. Такая ситуация, увы, не редкость. Столичный водоканал не первый раз ликвидирует аварии на этом участке. Водопроводные трубы здесь были проложены фирмой «Сенс» в 2016 году по инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Это сложно сказать, как бы все свидетельствует о том, что был некачественный шов, стык. Говорить о том, чья вина и насколько это было именно на этом участке, для того, чтобы определить непосредственно как бы причину разрыва, это надо делать экспертизу, проверять, смотреть. Но на первый взгляд, именно вот в том месте, где трубы эти были спаяны, вот там сам по себе стык, он просто разошелся. А такая экспертиза планируется? Ну, планируем, да, потому что, во-первых, это не первый участок трубы, именно этой трубы. Уже по участку от имама Шамиля до улицы Джонова, где вот именно этот участок трубы проложен, уже фактически 4-й раз наши службы становятся, чтобы вот именно эти стыки ремонтировать. В те годы в Абхазии была введена тендерная система распределения работ. Конкурсная комиссия объявила победителей, выигравших право на проведение капремонта и реконструкции систем водоснабжения в Сухуми. Среди них была и фирма «Сенс». Столичный водоканал не получил ни одного подряда. Здесь я не знаю, как сказать, ихняя вина, не ихняя вина. Вообще эта фирма много работ проводила в городе. Первая ихняя работа была от улицы Айдгалара до резервуара Папаскири по улице Гулия. Но там проблем нету, уже сколько лет, это, наверное, 11 или 12 год, и с тех пор никогда не было проблем. Они укладывали канализацию, там тоже, я не знаю, что там произошло, вот именно на этом участке. Может, была труба некачественная попалась, может, сейчас однозначно сказать, что именно вот они плохо сделали, я не могу. Это, наверное, нужна какая-то экспертиза и так далее. Это не в состоянии. А фирма сегодня существует? Есть ли контакты, чтобы связаться? Насколько я знаю, этой фирмы уже нету. Она распалась, эта фирма, и никаких контактов я, например, не знаю. Там в договоре было написано 3 года, гарантийный срок, да, уже истек. И предъявлять что-либо теперь после гарантийного срока. Хотя до этого тоже во время гарантийного срока тоже мы ремонтировали. На сегодняшний день ремонтные работы на улице 4 марта завершены. Осталось только засыпать траншею. Но станет ли авария последней на этой улице? Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение. Государственный комитет по репатриации объявляет онлайн-конкурс чтения стихов на абхазском языке среди представителей диаспоры и репатриантов. Конкурс приурочен ко Дню абхазского языка и будет проводиться до 31 октября. В нем могут принять участие представители всех возрастных категорий. Победители будут определены членами комиссии, награждены призами, а обладателем приза зрительских симпатий станет тот, кто наберет наибольшее количество лайков на странице в Facebook. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить видеочтение стихотворения на абхазском языке на электронную почту. В Гагре завершился турнир российского теннисного тура «Золотая осень», который проходил с 11 по 17 октября. В нем участвовали 30 теннисистов из разных городов России и Абхазии, сообщает Госкомспорт. В возрастной категории от 9 до 10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабрин Анба, третье – Александр Эшба. Среди девушек третье место заняла Даниэла Гумба. В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стала Стамур Кация. Среди девушек первой стала Алла Трайста. Второе место заняла София Гумава. 19 октября в Галле состоится матч 18-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются галский Самурзакан и Цандрипский Сад. Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в системе «Спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 19 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром умеренный дождь, туман. Вечером возможен ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов.
На этом информационный выпуск АМ Шившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.